Мы часто вспоминаем, что наш город находится на одной широте со столицей России. Такое же обстоятельство роднит Приморье с Черноморским побережьем. И все же ни Нерюнгри, ни Москва, а Владивосток не Сочи, хотя дороги тот же петляющий серпантин, а субтропические леса того же сочного, утрированно зеленого цвета. А вот то, что в каком-то смысле роднит Якутию с Приморьем. Порт Восточный, что недалеко от Находки, на самом юге края, незамерзающей глубоководной бухте Врангеля. Уголь с нерюнгринских месторождений направляется на экспорт именно через этот контейнерный терминал. База отдыха Восточного порта, расположенная в бухте Шипалово, была построена в конце 80-х. Прямо по соседству с побережьем Японского моря теплое озеро. Вокруг сопки и обрывающиеся сразу за бухтой скалистые утесы. Это местечко присмотрел профсоюзный комитет Нерюнгринской ГРЭС. И именно сюда отправились отдыхать уже во второй раз дети энергетиков. Хотя, наверное, июнь не самая удачная пора для отдыха в Приморье. Что вода, что воздух еще основательно не прогрелись. Их температура примерно одинакова, но не достигает 20 градусов. Небо затянуто серой дымкой, солнышко выглядывает редко. В остальное время моросит что-то то ли с тучи, то ли с океана. Впрочем, получить свою дозу ультрафиолета можно и в таком климате. Загар получается довольно-таки равномерный и, главное, безопасный. Наших ребят было в этом сезоне 60. Всего же в лагере отдыхало более 500 человек, в том числе из Находки, Хабаровска, Алдана. Такую большую и разновозрастную компанию нужно было не только накормить, но и развлечь. Разделив всех пионеров
На отряды вожатые постарались наполнить праздный отдых идейным содержанием. Дух патриотизма и национального единства витал в корпусах все 20 с лишним дней. День Ивана Купалы побаловал теплом и позволил наконец-то искупаться. Во время и после тихого часа девчонки долго искали оставшиеся в траве цветы. Опять-таки по настоянию вожатых вся окрестная флора была вплетена в венки, а венки спущены на озерную гладь. Нашел ли кто-нибудь цветок папоротника, история умалчивает. Но через костры, отдававшие авиационным керосином, вышел прыгать чуть ли не весь лагерь.
Ночная тренировка пошла на пользу. В прыжках в длину на утро ребята ставили рекорды. В распорядке практически каждого дня какое-нибудь спортивное мероприятие. Утро начинается с зарядки на море, а потом соревнования на любой вкус. Легкая атлетика, волейбол, футбол, эстафеты. Или просто прыжки с огромных валунов в стога сена. Все это время Тихий океан вел себя соответственно названию, то есть тихо. Не буянил, радовал проходящими вдалеке кораблями и только изредка выносил на берег не очень симпатичных существ под названием мокрицы. К шуму волн вскоре все привыкли. И к чайкам, что любили посидеть в круге фонарных столбов, и к комнатам в корпусах, и к ласточкам, которые под крышей этих корпусов свили свои гнезда. На выходных на сцене под стеной из красного кирпича пели и танцевали приморские юные знаменитости и мерились талантами звезды лагеря в конкурсе «Минута славы». А вечером на танцполе под открытым небом зажглись немногочисленные огни. Дискотека рулил заезжий диджей из Находки.
Нет у моря отражения, нет у моря берегов. Есть великие сражения, что в пучинной мгле веков нам оставили в наследство горсть монет, сундук громоздкий, мачту, парус, в общем, детство. Выйдет детство на подмостки жизни рослого мальчишки, размахнется камнем в штормы, вспомнит клич пиратов в книжке, грянет залпом или громом. Все случится, но иначе. Море дремлет, так что тише. Волны шепчут, чайки плачут, не колотит дождь по крыше. Нет у моря отражения на остывшем берегу, только вечное движение кораблей больших скольжения, горизонта приближения, а от тягостных сражений я тебя уберегу.